هب لي أنصار الهدى عبي لي ركب الفدا واطلبي ثأر الشهيد واطلبي ثأر الشهيد. بدع مثل ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله، فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهم قدحا تاما مطلقا من كل وجه، حتى أنه قيل لي إن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباري، نعوذ بالله، لأن ابن حجر أشعري، وهذا غير صحيح. فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدمه. بعض هناك يا أخي إذا حضرتها من كتب سيد قطب يقول لك وكذلك النووي وابن حجر عندهم أخطاء، يعني يقول وهل سيد قطب والنووي وابن حجر سواء؟ لا، هذولك ابن حجر والنووي من أهل الحديث، وإن عندهم خطأ في ناحية واحدة، في ناحية تأويل الصفات. الحافظ ابن حجر كالإمام النووي غيره ممن أخطأوا في بعض المسائل العقدية كما يقولون اليوم، فذلك لا يخرجهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة، لأن العبرة بما يغلب على الإنسان من فكر صحيح أو عمل صالح. Появились и те, кто говорят, что Ибн Хаджар и имам Навави не являются ашаритами. Нет, они во всем являются ашаритами. Вся их речь указывает на то, что они являются ашаритами. Например, имам Навави говорит, что аджаб, удивление, по отношению к Аллаху толкуется как довольство. Это толкование слова аджаб. И также очищение Всевышнего Аллаха от смысла слова аджаб, удивился, который указывает на недостаток в знании Всевышнего, а он чист от этого, и это неприемлемо по отношению к нему. Также у имама Аскалани в Фатхуль-Бари есть много мест, где проявлена его ашаритская акида. Далее, тут спрашивали, что вы скажете о том, кто говорит, что оба больших имама Ибн Хаджар Аскалани и Навави не из Ахлю Сунна валь Джамаа. Какого хукм в отношении этого человека? Этот человек просто нововведенец, фасик, заблудший, не знающий. Этот человек хотя бы прочел акиду имама Навави. Я, к примеру, прочитал все книги имама Навави, и имам Навави в предисловии книги Маджму разъясняет свою акиду, и он там говорит, что те, кто аллегорически толкуют сифаты, и те, кто оставляют их знания на Аллаха, являются Ахлю Сунна валь Джамаа. Он говорит, что ученые разошлись во мнениях относительно аятов о сифатах. Из них были те, кто просто читали их и говорили, что у истава есть смысл, который мы не понимаем, и что этот смысл включает в себя совершенство Всевышнего от недостатков, как он сказал об этом в предисловии в книге Маджму. Также он говорит, что из них есть и те, кто аллегорически толкует истава, как овладел. И оба они относятся к Ахлю Сунна валь Джамаа, потому что они являются одним мазхабом. Они как две стороны одной вещи. С этой стороны есть что-то, и с той стороны есть что-то. Говорят, если ты замолчал по отношению к этим сифатам, значит ты сделал тауфиз. И если ты начал говорить о них, то ты сделал та'виль. Делать та'виль, аллегорически толковать эти сифаты обязательно тогда, когда ты начал говорить об этих сифатах, чтобы не уподобить Всевышнего творениям. Множество течений приняли ислам в 3, 4, 5 и так далее веках. Принимали ислам огнепоклонники, персы. Как и огнепоклонники, так и персы до принятия ислама поклонялись идолам, то есть чему-то ощутимому. И христиане поклонялись пророку и всем мир ему, то есть чему-то ощутимому, тому, что можно познать разумом.
и также и любить. А когда они приняли ислам, то нашли эти слова о сифатах, и тогда у них появилась неясность. Перешли мы с поклонения чему-то ощутимому к поклонению такому же ощутимому, или же перешли к поклонению тому, сущность которого мы не можем познать. В их разуме появилось уподобление Творца творением, так как наш нафс любит быть всезнающим, а Аллах сделал невозможным, чтобы его можно было познать, узнать разумом. Ибн Хаджар Аскалани и имам Навави являются ахлю сунна валь джамаа, и ахлю сунна валь джамаа — это только ашариты. Некоторые из заблудших, которые себя причисляют к ученым, говорят, что якобы имам Навави в конце своей жизни отрекся от своих убеждений. Куда? Что он составил книгу «Подтверждение буквы и звук». Ты смотришь все труды имама Ан-Навави и не находишь эту книгу. И нет этой книги среди его трудов. Ты идешь и изучаешь наследие имама Ан-Навави, читаешь много книг, специализируешься на нем и узнаешь, что это не стиль Навави. Он никогда не писал книгу в 15 страниц. Он удалил что-то? Нет, он не удалил ни одно слово. Он не удалил ни одно слово, что могло нарушить фих. Это касается фиха. А как насчет акиды? 15 страниц? Хорошо. Книга это чья? Ты узнаешь, что она написана человеком, чье имя не числится среди имен ученых. Ты смотришь на книги, печатные и рукописные, как, например, Кашфу Зуннун, Идаятуль Арифин. Это целые тома только о названиях книг. Свыше 70 трудов. И ты не находишь ни книгу, ни автора среди этого списка. Как они говорят, имам Навави написал книгу «Испад аль-Харф вассавт», в которую он отошел от того и вернулся в мазхаб ахлю сунна. Хорошо, где эта книга? Где рукопись? Кто-то своей рукой перелистал эту книгу и отнес ее к имаму Навави? Имам Навави процитировал книгу, а этой книги нет. И автора, который процитировал, также нет. Значит, отнесение книги к имаму Ан-Навави неправильно. Он не отошел от своего мазхаба. Если бы он отошел, то мы бы сказали, что он отошел от истины. Упаси Аллах от такого. Потому что это и есть истина, ибо Аллах не подобен творениям, и творения не подобны Аллаху. Если он говорит такое, так это слова не только имама Ан-Навави. Это слова многих. У имама Ан-Навави в шархе Муслима есть та'виль. Также и в садах праведных. Потому что он понял, если молчишь, то оставляешь на Аллаха. А если говоришь, то следует сделать та'виль. Если нет, то ты вынужденно уподобил Аллаха его творениям. سمح يقول السائل: هل فرقة الأشاعرة هي من أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية؟ نعم. يقول السائل: هل فرقة الأشاعرة هي من أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية؟ فرقة الأشاعرة من جملة أهل البدع، عندهم بدع كثيرة وليسوا من أهل السنة. نعم، لكنهم وافقوا أهل السنة في بعض الشيء. نعم.